Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мои видео, за те прекрасные комментарии, которые оставляете под видео, за ваши лайки, за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину, а тема звучит так. Его мысли о вас после встречи, после разговора. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что же он думает, чем наполнена его голова, его сердце. Так, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Здесь мужчина очень сильно возбужден. Девочки, вы все разные, цыпка общая. У кого-то отыграется, что он в физиологическом смысле очень сильно на вас возбудился. И теперь ходит бедненький, страдает, да, не знает, как унять этот пожар в чреслах. А у кого-то отыграется, что он возбудился на какой-то разговор. Что-то вы такое ему сказали, либо о ком-то, может быть, ему что-то сказали. И вот ему прям очень-очень хочется вам что-то доказать. Доказать, например, доказать, что вы лучше, чем другие мужики, либо какой-то конкретный мужик. Доказать, что он умный, смелый, не знаю, там, родивый, активный, какой он может быть. Да? Вот я ей докажу, вот она поймет, она увидит. Я там бисер метать перед ней буду, да. Из шкурки выпрыгну и запрыгну, да, вот все и покажу, все и докажу. Но возбужденные девчонки, очень-очень возбужденные. Что-то вы такое ему сказали, и все, и крышу снесло. Либо вы были настолько обворожительные, настолько сексуальные, что мужчина просто вот, как знаете, сфотографировал вас взглядом, и теперь у него в голове постоянно вот ваш образ такой манкой, желанной, невероятной, сладенькой девочки. И он прям никак не может, там, не знаю, настроиться на работу, о чем-то другом подумать. Всегда вы, ну и плюс, как говорится, пися чешется, да, потому что только вас он хочет, вас и никого другую. Так, давайте я еще на оракуле посмотрю, потому что такой горячий мужчина пришел, возбужденный. Вообще хочу посмотреть в целом его отношение к вам. Ну, как он к вам относится, как он вас воспринимает. Ну, кроме вот этих вот желаний острого характера. Господи, ну с ума свела. Лисица, карта лисица. Смотрите, она огненная карта, да? Здесь как в пламени. Прям, смотрите, с ума по вам сходит. Такая далекая, такая холодная, недоступная девушка. Девчонки, ну хочет он вас не только вот провести время, да, там ночь провести. Он хочет с вами и засыпать, и просыпаться, понимаете, по кольцу, вот так жить вместе, наслаждаться друг другом. Не только интимная часть жизни, но и общение, да, постоянно быть вместе, что-то делать, решать, обсуждать, чего-то вместе добиваться. Но между вами вот какая-то холодность есть, либо напряженка какая-то возникла. Так, я еще хочу посмотреть, на него хочу посмотреть, на него. Слушайте, ну он хороший мужчина, смотрите, домовитый, способный. У него, кстати, талант зарабатывать. Да, может быть, он не многословный по рыбам, но он мало говорит, но как больше делает. Так мне идет. Знаете, у этого мужчины все еще впереди. Вот сколько бы ему лет не было, у него все еще впереди. И если он себе поставит цель, вот поверьте, не мытьем, так катанием, он до нее дойдет. Он такой человек. Но главное, что он семейный, домовитый мне идет. Если вдруг
вы смотрите на несвободного мужчину, то, девочки, помимо возбуждения на вас, у него еще и желание, да, остаток жизни не просто с вами прожить, а вам посвятить. То есть только вы вот так пальчиком сделаете, он все бросит и за вами пойдет. Это точно. Так, что еще он думает? Ну, у него тут прям какая-то кашица в голове. Почему-то ему кажется, что вы с ним недостаточно честны, что вы от него какие-то секреты имеете, что вы ему чего-то не говорите, что-то прячете, что-то скрываете. И это просто его выводит из себя, бесит, выводит из себя. Он на вас смотрит, он понять не может. Да, понять не может. Но у вас то ли взгляд такой загадочный, то ли действительно вы что-то от него скрываете. Может быть, просто стесняетесь ему что-то сказать, а он это так воспринимает, что у вас тайные секреты. Смотрите, что бы вы ни делали, как бы вы себя с ним не вели, это все вам играет на руку. Вы настолько его пленили, вы настолько его покорили, что он уже от вас никуда не денется. Но считайте, что он к вам намертво привязан. Захотите его прогнать, не уйдет. Не уйдет. Убежите от него на другой конец света, за вами пойдет. И будет вас искать, пока не найдет. Ну вот, как знаете, 100% нацелен на вас. На вас. У кого-то из вас отыграется, что мужчина вас любит и любит по-настоящему, скрывает свои чувства, либо признался в этих чувствах. Но это любовь, по-другому и не скажешь. А у других отыграется, что он помимо вот любви к вам, он еще и привязан целиком и полностью. Вот он чувствует, что нашел свою женщину. Вы, кстати, для него роковая женщина идете. Женщина, которая влияет на его судьбу. И он как с благодарностью это принимает, да, что вот в моей жизни появилась такая женщина. Небеса благодарит за то, что вы есть, за то, что у него есть возможность с вами общаться, видеться. А если вы еще его женщина, например, смотрите вы на мужа, то счастливый человек. Он себя так и называет. Я счастливый человек. Я живу с богиней. Так, по характеру какой-то он странный. Может, действительно он такой молчун. Может быть, он немножко такой, знаете, замедленный. Не хочу сказать тормоз, но замедленный. Как-то медленно все делает. Может быть, вы хотите чего-то более там, как экшен, да, яркого, взрывного, а он вам это не дает. Знаете, почему не дает? Потому что он боится вам это дать. Боится. Он к вам относится как к драгоценной женщине. То есть он боится вас чем-то обидеть, там, задеть, зацепить, хотя не понимает, что именно своим бездействием он вас больше всего и обижает. Если бы, девочки, вы имели возможность прочитать его мысли в момент вот ваших разговоров, встреч, ой, вы бы не смотрели мое гадание, вы бы сейчас были с этим мужчиной в его объятиях. Он очень многое вам не говорит, очень многое. Комплименты, может быть, какие-то. Вот они у него есть в голове, а язык как к небу прилипает, он ничего сказать не может. Что не знает, как вы отнесетесь. А вдруг вы обидитесь на его комплимент. Вдруг сочтете, что он не подходит вам, да, недостоин. Там, вам неприятно это слышать. Потому что вы каких-то более изысканных комплиментов ждете. А он простой мужик. Да, он не способен на изысканность. Да, тут между вами какая-то... как бы это правильно сказать, между вами как белый шум находится. Знаете, что такое белый шум? Это неразборчивое что-то, неразборчивое, как в виде помехи идет. Вроде как и звук, но только его разобрать нельзя. Разобрать. Смотрите, то ли вы действительно в самом начале отношений, когда вы боитесь друг другу что-то выразить, объяснить, сказать, то ли вы уже давно вместе и считаете, что каждый должен вот прям наперед предугадывать мои мысли. Ну что, меня не знаешь, ты со мной 10 лет живешь, ты не знаешь, чего я хочу? И то же самое с его стороны. Нет, не знает, да, он не умеет угадывать. Либо боится угадать, вдруг не то угадает, еще и промеж глаз получит. И такое может отыграться.
Не знаю, как малые дети, вот честное слово. Я вижу, друг к другу тянетесь, между вами вообще вот этот огонь горит. Огонь. А кто-то дерево прям вдвоем растет. Ну, явно кто-то на мужа смотрит. На настоящего, либо будущего. Ну, вы каждый со своей стороны делаете, а должны в объятиях друг друга быть, либо хотя бы за руки держаться. Не знаю, почему вы не можете поговорить напрямую. Девчонки, ну, честно скажу, это вы причина, почему он не говорит. Как-то он вас побаивается, либо какой-то вашей реакции побаивается, либо каких-то ваших поступков побаивается. Что-то ему очень страшно вас обидеть. Очень страшно. Давайте посмотрим, чего он боится. Почему он боится. На чего и почему. Здесь есть любовь, она взаимна. Здесь прекрасные взаимные чувства. Но каждый со своей стороны. Как будто бы каждый свою территорию охраняет и другого не подпускает. Не понимаю, почему так это у вас происходит. Да, видите, есть тайны, есть секреты. Тайны и секреты, они губят ваши взаимоотношения. Неважно, на каком они этапе, это губит ваши взаимоотношения. Вы оба умные, вы оба классные, но почему-то у вас так исторически сложилось, что вы с друг другом непрозрачны, не открыты до конца. Вам дружить нужно в первую очередь, доверять друг другу, да, вот как друзьям мы доверяем. Тогда у вас все наладится. Меньше тайн, меньше секретов, лучше правду матку и в глаза. Поверьте, будет очень классный результат. Очень классный. Сейчас еще один момент. Опять мыши. Почему эти мыши все время выходят, а? Почему это мышь? Может быть, даже в вашем окружении есть какие-то люди, которые дурно влияют. Либо сейчас какие-то проблемы есть. Например, у вас в жизни есть проблемы, у него в жизни есть проблемы. И вы, каждый по-своему, пытаетесь решить эти проблемы. Не сообща, не вместе, а каждый по-своему. Кстати, еще отыграться может, что кто-то из вас боится действительно довериться другому человеку. Либо, знаете, как страх, а вдруг я не справлюсь, там, вдруг я не вытяну эти отношения, либо там, вдруг с меня плохая жена получится, либо плохой муж. Еще такие страхи могут мешать. Дружбы между вами нет. Знаете, на одной страсти крепкие отношения не построишь. Какая бы ни была сильная страсть, но она живет максимум 5-7 лет. Да? А потом, что? Правильно, бытовуха. А если люди, в первую очередь, друзья, во вторую любовники, то, поверьте, жизнь будет долгой, интересной и очень ладной. Да. Именно с этим человеком вы можете получить то, о чем мечтаете. Здесь по карте дерева семья, настоящая семья, пустить корни, да, обзавестись детьми, построить дом, решить какие-то задачи, проблемы. Вы друг другу очень хорошо подходите. Но вот какой-то подход к отношениям неправильный. И с вашей стороны, и с его стороны. Хорошо, что вам можно еще сделать для того, чтобы отношения ваши сложились, получились? Карта семьи. Но они и так получатся. Со временем получатся. Со временем, не сейчас. Любовь. Вы друг друга любите. Ребенок. Может быть, вам нужно проще относиться друг к другу. И, то, что вы не можете друг другу сказать, пишите. СМС-ками пишите, письмами электронными пишите, хотите на бумаге пишите. Нет, все дороги, смотрите, все дороги ведут к тому, чтобы вы были вместе с семьей. Карта семьи открыла, карта семьи закрыла. Есть любовь. Вы друг другу признаетесь, вы перед друг другом откроетесь, вы будете счастливы. Так, еще по поводу его мыслей. На что вам следует обратить внимание? Не могу сказать, что он вас ревнует, не могу сказать, что он собственник, но какие-то ваши провокационные действия, либо провокационные речи приносят ему боль. Может быть, вы
Там, любите со знакомыми мужчинами фоткаться, там, с коллегами, например, либо с однокурсниками. Может быть, у вас какие-то странные отношения с бывшими. Ну, вы считаете, что типа бывший, ну, господи, это я еще его знаю как облупленного. А он этого не понимает, почему вы так близки со своими бывшими. Что-то вы такое делаете, либо говорите. То, что причиняет ему боль. Боль, понимаете, вот физически ощущает эту боль. Девочки, не надо провоцировать, он и так вас любит, и никуда он от вас не денется. Если вы хотите проверить его чувства, ну проверяйте другим методом. Не надо заставлять его ревновать. Не надо, это ужасно. Этот мужчина может... Вам он ничего не будет говорить. Либо в последнюю очередь скажет. Он может каких-то глупостей наделать. Зачем? Зачем вы его к этому толкаете? Не надо, пожалуйста, не надо. Этого делать не стоит. Ему физически больно. Просто больно. Так, по поводу вредной привычки. У кого-то отыграется, что у мужчины есть вредная привычка. А вы ему об этом говорили, либо показывали, да, что мне не нравится то, что ты там, например, выпиваешь. Либо мне не нравится, что ты транжиришь деньги. Мне не нравится, что ты куришь. Там, мне не нравится, что ты увлекаешься какими-то азартными играми, либо что ты там с друзьями куда-то ездишь, там, на рыбалки, на футболы. Да, вы ему что-то либо говорили, либо показывали. Он это типа на шутку перевел, но на самом деле он об этом серьезно думает. И я вам даже больше скажу, какие-то шаги предпринимает для того, чтобы избавиться от этой вредной привычки, для того, чтобы вас больше, ну, как говорится, не злить, да? Чтобы вам было приятно с ним быть вместе. Так, еще он почему-то беспокоится за ваше здоровье. Может быть, вы жаловались, что у вас что-то болит, либо какое-то состояние у вас было, да, усталости. Вот очень беспокоится и даже с кем-то, возможно, разговаривает о том, что можно сделать, предпринять, чтобы вам стало легче, проще, не знаю, обследование пройти. У вас еще, девочки, в этом направлении ждет сюрприз. Может быть, он там доктора вам нашел, да, отвезет вас на анализы. Кого-то мужики в ресторан везут, а вас на анализы повезут. Слишком заботливый, как это гиперопека в нем просыпается. Да, такому лучше не жаловаться на здоровье, а то девочки будут лечить вас, пока не залечат. У него границ в этом плане нет. Ну, конечно, любит заботиться. Так, на кого бы сейчас не смотрели, ну, например, парень, просто знакомый, либо муж, у вас только все развивается. Только развивается. И развитие будет, кстати, стремительным. У вас вот первый этап отношений, он какой-то вялотекущий, ни о чем. А следующий этап, он просто вот как стрелой полетит. На большой скорости полетит. Там уже, знаете, некогда будет даже думать. Как все закрутится, завертится и понеслась. Ну, в целом, подводя итоги, вы хорошая пара. Вы хорошая женщина, он хороший парень, мужчина. Единственное, чего не хватает смелости и не хватает дружбы между вами. Если вы подружитесь, если вы будете открыто, ну, скажем так, излагать свои мысли, желания, поверьте, это значительно улучшит и упростит ваши взаимоотношения. Страсти страстями, но дружба прежде всего, понимаете? Прежде всего. Я вижу, что вас еще ждут прекрасные перспективы. И опять же повторюсь, да, это только лишь начало ваших совместных деньков и ночей. Все еще впереди, мои хорошие. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.